из нас знает, что такое национальный костюм. Он отождествляет душу народа. И если мы говорим о традиционном костюме, это мы его характеризуем не только с точки зрения развития ремесленных производств, вышивки, качества, выделки кож. Мы говорим о традициях и культуре народа. Это было очень популярно и говорилось о достаточно высоком социальном статусе обладателя, то есть импортная одежда, привезенная одежда была модна очень. И кроме того, в определенный период исторический, вы знаете, что Крым и Турция – это единая география, единая территория, и, конечно, влияние культур, и в том числе одежды, оно было колоссальным просто. Вышивались также, красиво расшивались мужские кисеты, в которых носили мужчины табак. И подвязки для носок – это вообще особенное что-то невероятное. На современной жизни вообще трудно представить, что подвязки были или могли быть, и вообще они так выглядели. Тончайшая работа, конечно, это одежда праздничная, и аксессуары эти праздничные. Понятно, что девочки тоже носили головной убор фес. На зеленом это не платье, а зипон, кафтан такой. Сверху мы видим черный фес, украшен богато галунами и кисточками. Это головной убор детский, и носили его от сглаза. Вот такая у него была функция оберега там. Каждый раз, когда ты на них смотришь, очаровываешься этой красотой, это неповторимым, наверное, вот этим мастерством наших предков. И потом ты все равно, когда на них смотришь, на эти костюмы, немножко заглядываешь как бы в прошлое и поражаешься вот этой изысканности, красоте.